На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Поздравления от высших лиц государства и коллег. 2 декабря исполнилось 10 лет информационному агентству «Спутник Абхазии». Вино – это, в первую очередь, культура. Абхазские виноделы вернулись после участия в международной выставке достижений виноградарства и садоводства «Винитех Сайфл-2024». Начнем с официальной хроники. 1 декабря состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунба с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. От имени народа Абхазии и от себя лично Бадра Гунба выразил поддержку народу и руководству Сирии, в очередной раз подвергшейся атаке со стороны международных террористов, поддерживаемых коллективным Западом. Его президента сообщил сирийскому коллеге о том, что через наше посольство в Сирии обратился к соотечественникам, проживающим в Сирии, поддержать законно избранного президента, который возглавляет справедливую борьбу сирийского народа за сохранение своей государственности, быть на стороне правды. В свою очередь, президент Сирии поблагодарил Бадру Гунба, а также посла Абхазии в Сирии за поддержку и призыв к диаспоре поддержать руководство страны. Президент Сирии отметил, что в случае, если будет необходима какая-либо помощь, он, несомненно, обратится к Абхазии. Его президента Абхазии и президент Сирии договорились поддерживать связь. Между тем, в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства, говорится в сообщении на сайте Кремля. Экс-президент Абхазии Аслан Бжаня вернулся в республику. На границе его встретили сторонники, сообщает «Спутник Абхазии» со ссылкой на инфоцентр президента. Напомним, Бжаня покинул свой пост 19 ноября после 4-дневных протестов в Сухуме. Исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Бадра Гунба. Досрочные президентские выборы пройдут 15 февраля 2025 года. 2 декабря 10 лет исполнилось Абхазскому региональному представительству информационного агентства «Спутник». Его президента Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив «Спутник Абхазии» с десятилетием. За это время вы заняли свое исключительное место среди СМИ Абхазии. Тысячи читателей ежедневно следят за новостями на ваших платформах, ждут ваших эфиров на радио, в которых всегда ведутся интересные беседы, подчеркнул он. От лица руководства республики, исполняющей обязанности президента, поблагодарил «Спутник» за активное и качественное использование абхазского языка в работе и за систематические обучающие программы для журналистов. Гунба пожелал сотрудникам агентства здоровья, дальнейших успехов и побольше хороших новостей. Поздравил руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Республике Абхазия Руслана Буганба и весь коллектив Международного информационного агентства и радио «Спутник Абхазия» с десятилетием начала работы спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба. Он отметил, что дружный коллектив агентства оперативно и объективно освещает события, информируя граждан Абхазии о происходящем в стране и в мире. Ашуба выразил сотрудникам агентства благодарность за сотрудничество и взаимопонимание, пожелал дальнейшего развития и новых творческих успехов. Российский посол Михаил Шургалин также поздравил «Спутник Абхазии» с десятилетием. Союз журналистов Абхазии поздравляет коллектив «Спутник Абхазии» с 10-летним юбилеем. Приятно отметить, что журналисты агентства активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых Союзом журналистов Абхазии. В самой редакции в 2021 году была учреждена первичная журналистская организация. Неоднократно журналисты и в целом редакция «Спутник Абхазии» становились лауреатами конкурсов Союза журналистов Абхазии. Кроме того, за время деятельности агентства родились новые имена в абхазской журналистике. Отмечается, в частности, в поздравительном адресе за подписью председателя Творческого союза Руслана Хашек.
Информагентство «Спутник» было основано Международным агентством «Россия сегодня». Головной офис находится в Москве. Некоторые западные политики и СМИ обвиняют агентство в необъективной подаче информации, поэтому «Спутник» был заблокирован в большинстве стран Запада после начала специальной военной операции России в Украине. Но для нашей республики «Спутник» стал основным источником информации об Абхазии за ее пределами. В редакции информагентства подавляющее большинство сотрудников граждане Абхазии. Многие из них работают с первого дня, то есть со 2 декабря 2014 года. Подробнее о них в репортаже Марианны Котовой. Информационное агентство «Спутник» – это круглосуточное вещание на 2 языках – русском и абхазском, в эфире радио, на сайте и соцсетях. Материалы корреспондентов «Спутника» можно читать, слушать и смотреть. Как признаются журналисты со стажем, работа в «Спутнике» позволяет реализовывать им все профессиональные амбиции. «Спутник» вообще в первую очередь это команда профессионалов. Вот я рада, что я вообще часть этой большой команды, и мне кажется, здесь вот нет людей случайных, которые просто вот каким-то образом попали, и их потом не могут уволить. Вот это специфика нашего агентства, и поэтому я здесь развиваюсь. Я хочу сказать, что за 5 лет это для меня, можно сказать, даже школа, несмотря на то, что за плечами вот 17 лет работы в телевизионной журналистике. И здесь всегда можно найти темы, ракурсы, любые темы освещать, но найти способы, как это сделать. Поэтому каких-то вот преград для работы своей я здесь, по крайней мере, не вижу. Кроме того, немаловажная атмосфера в коллективе, дружба и взаимопомощь – то, на чем держится команда «Спутника». Так говорят сами журналисты. Если бы мне не было здесь комфортно, наверное, я давно бы ушла. Потому что это важно. Я со своими родными столько не вижу, сколько с ребятами здесь. Неотъемлемая часть моей жизни – это эти люди. И они стали мне очень важны, мне тут хорошо. А еще что привлекает журналистов в работе на «Спутнике» – это возможность получать новые впечатления буквально каждый день. Каждый день у тебя что-то новое. Либо новые съемки, новые лица, новые люди, новые события. Очень много мест в Абхазии, где я посетила. Не была раньше, но благодаря нашей работе съездила, и это тоже прикольно. 10 лет назад практически весь коллектив «Спутника» состоял из молодежи, для которой информагентство было первым рабочим местом. Как вспоминает фотограф Томас Тхайцук, коллеги все время что-то придумывали, чтобы подбодрить друг друга. Когда я только начинал работать, я искал темы, и бильд-редактор тогда у нас была Илона Хварцки. Вот что я держу этой бумаге 10 лет. Буквально вот только мы начали работать, и она распечатала там примеры, фотографии из интернета, и тут написала: «Тут место для твоего фото, Томас». Вот, и я храню это уже. За 10 лет «Спутник» стал самым цитируемым СМИ в Абхазии. Присутствие во всех соцсетях и оперативность сделали информагентство главным поставщиком новостей из Абхазии за ее пределами. Мы придерживаемся той стратегии, которую выбрали. Мы рассказываем Абхазии о России, и России рассказываем об Абхазии. Может быть, иногда больше, иногда меньше, но тем не менее баланс это стараемся соблюсти. Человеку, как говорится, нужен человек, да, и всегда наиболее топовые материалы – это материалы о тех людях, которые трудятся, которые преодолевают какие-то проблемы или совершают какие-то вызовы. Вот. Всегда это интересно, всегда эти материалы они в топах. Хотя они требуют больше, скажем так, больше подготовки, больших ресурсов, но тем не менее мы выделяем на это такие возможности свои, вот, может быть, даже в ущерб другим материалам. По словам первого руководителя «Спутника», нынешнего главы пресс-центра Инала Лазба, для информагентства чрезвычайно важно, чтобы новости об Абхазии были позитивными. Нам кажется, что о нас много знают, но время показывает, что это не так. И, безусловно, есть противодействие, есть много дезинформации об Абхазии, о том, что здесь криминальная обстановка, я не знаю, там, ну и так далее. Даже не хочется об этом говорить. И, конечно, показывать, какая есть Абхазия на самом деле, какая у нее богатая история, культура, какой добрый, гостеприимный народ. Все это
имеет очень большой отклик и запрос. Кроме того, вряд ли найдется в Абхазии СМИ, которое могло бы похвастаться таким объемом материалов на абхазском языке, какой выходит на «Спутнике». Для информагентства это еще один повод для гордости. Еще важное достижение, мы считаем, это наши ресурсы на абхазском языке. Вот. Это мало кто делает в Абхазии. Мы можем себе это позволить. У нас выходит и телеграм-канал. Такая душа, он не новостной совершенно, он именно о культуре, о душе народа, о тех особенностях, которые может передать только на абхазском языке. И мы очень рады, что этот канал востребован, его смотрят, читают, и он развивается. К тому же «Спутник» можно назвать и кузницей кадров. Как 10 лет назад, так и сейчас информагентство старается организовывать образовательные мероприятия для журналистов. У нас есть просветительский проект в рамках моего пресс-центра «Спутник.Про», где наши коллеги также делятся опытом. И для меня персонально важно, что многие из наших сотрудников, которые начинали здесь, сегодня работают в других СМИ Абхазии, работают в информационной сфере. Многие из них были там пресс-секретарями президента и так далее. То есть фактически это то место, где человек может получить опыт, который в будущем во благо своей страны может использовать. И нам это приятно. Что касается недовольства работой «Спутника», то, по словам руководства информагентства, здесь к конструктивной критике относятся с вниманием и стараются учитывать пожелания аудитории. Внимательно относимся к объективной критике и стараемся как-то корректировать свою работу в связи с этим. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть еще такой пласт критики, которая, ну, скажем, не содержательно и просто, может быть, там, в силу каких-то личных или там субъективных каких-то подходов. Вот. Ну, что ж, люди же меняют свое мнение, это нормально. И если кто-то из, как модно говорить, хейтеров вдруг видит в нас достоверный источник, готов с нами сотрудничать. Мы, собственно говоря, всегда рады таким трансформациям, таким метаморфозам со стороны нашей аудитории. Ну, их немного на самом деле. А журналисты уверены, что если их ругают, значит, «Спутник» имеет влияние на информационное пространство в стране и воспринимают это как позитивный сигнал. Очень много мнений, и они все разные. Кто-то говорит: ой, классно, вы что-то полезное делаете, как хорошо. А кто-то говорит: всегда вы там фигню какую-то несете, «Спутник» вам типа верить нельзя. Но тут очень много подводных камней, которых обычный просто читатель не понимает. Как сложно найти человека, который даст тебе интервью. Как сложно передать его точку зрения, чтобы это не перешло в другую плоскость. Раз про нас столько говорят и столько обсуждается, если бы мы никак не влияли на общество, про нас только бы не писали и не говорили. 10 лет назад информагентство «Спутник» составил достойную конкуренцию местным СМИ, задал новый стандарт и новый уровень оперативности. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. Майнинг-фирму выявили сотрудники МВД в селе Мачара Гулрыбского района. Она была оборудована на территории частного дома на улице Бхаразия и принадлежала Роберту Кааресу. Изъято 17 аппаратов. В отношении владельца составлен административный материал. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Кроме того, в преддверии новогодних праздников и предстоящих выборов президента в МВД прошло совещание под руководством ИО министра внутренних дел Роберта Киут. Смотрите материалы пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Библая Пата Вамриевич, 1982 года рождения, житель Скворчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Устян Хачи Каикович, 1974 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джугеля Руслан Ларикович, 2002 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Адилов Исламон Иктамович, 1992 года рождения, житель Республики Узбекистан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шагин Серкан, 1989 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цава Ливан Тенгизович, 1988 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Авиц Бавадим Эдуардович, 1993 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Харчиков Андрей Юрьевич, 1989 года рождения, житель города Сочи, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Капсузян Элеонора Валерьевна, 1991 года рождения, жительница Сухумского района, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Чкони Омар Мирович, 1972 года рождения, житель Чимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квазава Аляс Гивевич, 1999 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дгебиев Тандил Михайлович, 1953 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Каце Руслан Викторович, 1992 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барцит Зураб Александрович, 1974 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Таслимбов Икрамали Тахирджон Аглы, 1990 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсали Леон Ладикович, 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Данилян Ливона Ванесович, 1987 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Джинджуля Инал Мирьянович, 1995 года рождения, житель Гуларыбского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. По поручению исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Кьют продолжаются усиленные рейдовые мероприятия по республике. Рейдовое профмероприятие с применением ротации городских и районных подразделений прошло 30 ноября. Как доложил первый замначальника УГАИ Аслан Базба, большинство ДТП в последнее время совершается водителями, которые садятся за руль в наркотическом или алкогольном опьянении. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии. Результатом работы сотрудников стало 312 выявленных правонарушений. 8 водителей лишены права управления транспортным средством ввиду пребывания в нетрезвом состоянии. Также наблюдается тенденция выявления водителей, передвигающихся по дорогам без государственных номерных знаков. Сотрудники милиции напоминают, что это является нарушением правил дорожного движения и влечет за собой административную ответственность. Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлен лихач, грубо нарушающий ПДД. Гражданин Матулян Артур Арутюнович, 1992 года рождения, применяя агрессивную езду, совершал опасные маневры на центральной трассе, создавая аварийные ситуации. Кроме того, данные противоправные действия Матулян совершал в непосредственной близости автозаправочного комплекса. Сотрудники незамедлительно установили личность нарушителя, его место жительства. При прохождении медицинского освидетельствования было установлено, что Матулян пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его машина отправлена на штрафстоянку сроком на 1 месяц. Водитель лишен права управления транспортным средством. Он будет отправлен на повторную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения. Всего за прошедшую неделю составлено 1832 протокола о нарушении ПДД. 40 водителей лишены прав по причине вождения в нетрезвом состоянии. Усиленные рейдовые мероприятия сотрудники продолжат далее, вплоть до достижения минимизации нарушений ПДД. В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кьют провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений Центрального аппарата министерства, городских управлений, районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Об общем положении дел доложил начальник штаба МВД Денис Таня. За отчетный период по республике зарегистрировано 4 преступления, все они раскрыты. В их числе незаконная порубка деревьев, 2 факта, незаконное приобретение, хранение и потребление наркотических веществ, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, 1 факт, самоубийство, 2 факта, медикаментозное отравление, 1 и обнаружение трупа, 1.
Всего с января текущего года в настоящее время зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия. За аналогичный период их было 170. Погибших в результате которых 45, за аналогичный период 52. И с телесными повреждениями доставлено 166 человек, против за аналогичный период 237. По фото-видеофиксации вручено постановление 725, составлено административных протоколов 36 и количество оплаченных постановлений 652. Начальники территориальных подразделений органов внутренних дел отчитались о положении дел на веренных им участках, о комплектации, расстановке личного состава, готовности к обеспечению правопорядка в период приближающихся новогодних праздников, а также начала предвыборной кампании в стране. Роберт Кьют призвал сотрудников к слаженной работе, ответственному выполнению возложенных на них функциональных обязанностей. Нам необходимо действительно как-то рационально подойти к использованию имеющегося ресурса, для того, чтобы работа не была остановлена, потому как вы сами понимаете, если, не дай бог, ситуация, которую сегодня мы удерживаем, если хотя бы на какой-то процент ее упустить, потом нам тяжело будет это все восстанавливать. Криминогенную обстановку в стране нужно держать в таком же порядке, в котором она есть. Глава МВД заверил коллег в оказании материально-технической помощи. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения. Здравоохранение. 41 человек прошел анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты Б и С в Сухуми, рассказала «Спутник» директор республиканского кожвендиспансера и центра СПИД Нателла Тапурия. По предварительным данным, у 4 участников был выявлен гепатит С, еще у 1 гепатит Б. Для точного диагноза их кровь отправят на дополнительное исследование. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сдать анализы можно было бесплатно. Тапурия добавила, что мобильная лаборатория выезжает в города и районы Абхазии 4 раза в месяц. Даты объявляются заранее. Абхазские виноделы вернулись из французского Бордо после участия в международной выставке достижений виноградарства и садоводства Винитех Сайфл-2024. Как международное профессиональное сообщество оценили абхазское вино из эндемических сортов винограда и какие дальнейшие планы в Ассоциации виноделов и виноградарей страны, расскажет Элеонора Гилаян. Винитех Сайфл – профессиональная площадка для виноделов со всего мира. Выставка разделена на 2 основных сектора – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Представленная продукция и экспонаты охватывали все самые важные для виноделов сферы – вино и крепкие напитки, винодельческое оборудование и для винных погребов. Помимо технической истории, на выставке есть стенды, где у разных стран была возможность провести дегустацию и рассказать о своем винном регионе. Именно здесь и были презентованы абхазские виноделы. Конечно, главной целью было представить Качич. Там смысл это в том, что там не просто там, прохожие какие-то случайные на этой выставке, это люди, профессионалы, которые так или иначе связаны с вином, либо через оборудование, либо через там, технику, либо через, собственно, производство. Там много производителей, которые сами производят вина, и там случайных людей нет. Либо это студенты, которые учатся, да, на каких-то винных не знаю, специальностях. Вот. И очень важно было бы, для нас, мне казалось, очень важно показать кому-то в мире, что существует такое явление, как абхазское виноделие. Абхазское виноделие, абхазские сорта, уникальные, ни на что не похожие, и люди, которые могут это реализовать. Вот уже 2 года Ассоциация виноделов и виноградарей республики совместно с международными организациями работает над возрождением автохтонных сортов винограда. Сейчас в первую очередь речь идет о таких сортах, как Качич и Ахбыш. Вино именно из этих сортов и привезла абхазская делегация в Бордо. Европейские сорта людям сейчас там такой публике неинтересны, потому что тысячи производителей в мире, которые пытаются сделать что-то, и там соревноваться очень сложно. Но когда люди пробовали наши сорта уникальные, которые не имеют каких-то совершенно, ничего подобного они раньше не видели. Они видят, что это совершенно новые сорта, но при этом у них большой потенциал, богатство вкуса, там, серьезно там послевкусие, цвет. По всем параметрам они, может быть, не уступают каким-то общемировым, каким-то
например, образцам. Но в то же время это совершенно новое. И это вызвало очень такой отдельный интерес. Люди ходили, значит, один кто-то попробует, потом приводит своих друзей, там еще 5 человек. Там, и на стенд все время бурлил. Качич, из которого виноделы сделали вино для выставки в Бордо, был собран на виноградниках директора компании «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба в селе Эшера на высоте 375 метров над уровнем моря. Мы выставляли 4 вина. Это Атова, Дашта, Лаша. Алхас уже говорил, это эндемические сорта винограда, такие как Акбач, Качич. Вот, это первое наше вино, Акбач и Качич. Я говорю о Акбач и Качич. В этом году мы сделали первое вино из этих сортов винограда. Довольно сложные сорта винограда, не изученные. Как Алхас говорил, мы провели, значит, генетический анализ, точно установили, что это Качич, точно установили, что это Акбач. Почему я говорю, точно установили? Потому что вина и воды Абхазии провели достаточно большую работу по поиску этих сортов винограда. Приезжали, ездили по селам, доставали эти черенки. И когда мы, значит, отправляли эти черенки в Европу на генетический анализ, нас спрашивали, те, кто делает этот анализ, а какой именно Качич? Какой из этих Качич? Вот, ну, в общем-то, у них этот Качич довольно известный сорт винограда еще в советские времена. Много о нем написано в разных ампелографических учебниках. И, в общем, мы выявили, где Качич, где Акбач, и достоверно узнали, кто именно Качич, кто Акбач. Вот поэтому я и рассказываю эту предысторию, потому что очень большая работа была проведена. Как рассказывает Саид Ачба, мало просто вырастить виноград. Важно еще подобрать технологию и определиться с ней. Абхазские виноделы уже активно работают над винами из эндемических сортов винограда. Но пока рано говорить о том, что скоро они станут доступны массово. Многие отмечали, что вино хорошего качества, оно не похожее на другие вина. И мы были очень достойными, в общем-то, представителями выставки. Сейчас, чтобы вам, наверное, есть видео, которые уже гуляют по соцсетям, показывают, какой ажиотаж был около нашей стойки. Очень много людей подходило. Я, наверное, не совру, не даст. Но ажиотажа у нашей стойки было, наверное, больше всего. Да, Лаура? Вот. Люди приятно были удивлены. Сперва они подходили так, а что за Абхазия, кто такие, откуда? Виноделие еще у них есть, оказывается, там какие-то вина есть предоставлены. Что они еще и виноделие имеют, а где вы расположены? А когда им говоришь, вы знаете, у нас субтропики, а у вас еще субтропики, а у вас еще и виноделие есть. Вот. Но мы рассказываем, что у нас вообще маленькая страна, но страна с микроклиматами. Каждая деревня чуть ли не имеет свой микроклимат, и это правда. Вот. И у нас разные уровни от моря. На каждом уровне свой микроклимат. У нас разный теруар. Представлен богатый достаточно теруар, и у нас можно получать высококачественные вина на этих теруарах. Вот. Они попробовали и действительно подтвердили, действительно, ну, очень много оценок. Я сейчас не хочу вам хвастаться, но действительно так, много положительных оценок. Мы просили их, ребят, вы делаете только вот настоящие отзывы, как вам эти вина. Мы не так много вина повезли, потому что трудно было туда провести. Винитех Сефел проходит в Бордо раз в 2 года. И именно 2 года назад у абхазских виноделов впервые появилось предложение принять в ней участие. По словам креативного директора Ассоциации виноделов и виноградарей Лауры Тарнава, было сделано многое, чтобы республика смогла быть представлена на такой крупной площадке и достойно.
благодаря этому приглашению, нашему энтузиазму и вере в то, что мы что-то можем, потому что скептиков тоже было много, и люди говорили, ну чем вы удивите француза, вы вообще чем вы можете удивить мировое сообщество, которое уже, у них вот такой опыт, и они такие прям впереди планеты всей, что правда действительно. Но вот, слава богу, представители ассоциации, вообще все ребята, мужчины, девушки поддержали вот эту мою идею, и мы с верой в то, что мы что-то можем и нам есть что показать, туда поехали. Готовиться мы стали... Вообще вот идея создания, попробовать сделать вино из качеч, которое, к сожалению, ну, как уже все рассказали, очень мало у нас на данном этапе, но мы все равно попросили у Николая Ачпа вот какое-то небольшое количество винограда, которое они смогли нам выделить, и сделали вот это вот отдельное вино, которое делалось не на винах и водах, а именно вот мы самостоятельно его сделали от ассоциации. У нас получилось всего 350 бутылок. И вот именно с этим вином мы поехали как раз на эту выставку. И, в общем, произвели, так скажем, без ложной скромности, мы произвели фурор, потому что около нашего стенда было очень много народу. По мнению всех наших собеседников, участие Абхазии в такой выставке – это еще и очередное подтверждение того, что мы можем заявлять о себе как независимое государство на самых разных платформах. Президент Ассоциации виноделов и виноградарей Алхас Аргун говорит, что вино – это в первую очередь культура. Виноделие, там вообще вино – это часть культуры народа. И это та же дипломатия, через такого рода дипломатию тоже можно находить какие-то пути к сердцам там, я не знаю, людей во всем мире, чтобы... Это же часть признания, не бывает, что оно падает просто с неба. Его надо добиваться по разными путями, в том числе и через культуру, и через вино. Это тоже часть культуры. А насчет попыток, ну, были кривые, косые взгляды, скажем, грузинских представителей мы видели, но каких-то прямых попыток помешать или что-то сделать у нас, к счастью, не было. Абхазское вино не просто вызвало интерес у экспертного сообщества, но и желание при возможности приобрести его, что особенно ценно. Очень много людей к нам подходило и прямо там просили: продайте нам это вино. Но мы, к сожалению, там ничего не могли продавать, там вообще формат не подразумевает какие-либо продажи. Плюс у нас было вина мало, поскольку мы привозили его, так не могли отправить большую партию. Конечно, мы там ничего не продавали, но у нас там пару бутылочек осталось в конце выставки. Мы, естественно, их подарили людям. Так что желание покупать есть. Даже уже когда мы вернулись, я стала получать сообщения от людей, которые говорили, как можно купить, как приобрести, где взять ваше вино. То есть интерес есть безусловный. И, ну, вот пока на данном этапе, конечно, не было никаких там договоров, не заключалось, ничего такого мы не делали, но интерес безусловно, есть. Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии продолжит заниматься, помимо основной своей работы, еще и популяризацией, а также поиском и освоением новых экспертных и авторитетных винных площадок. Элеонора Гилаян, Тимур Гогохия, Абаза ТВ. Театральные новости. Выбраны 4 произведения, по которым поставят эскизы в режиссерской лаборатории Сандро в Русдраме. Это «Тали» Чудо Чегема и «Море» Фазиля Искандера, «Земляника» Джумы Ахуба и «В ночь новолуния» Шалудия Аджинчал, сообщил гендиректор театра Ираклий Хинба. Лаборатория по произведениям абхазских классиков пройдет с 3 по 7 декабря. 4 режиссера за 3 дня подготовят эскиз, который по итогам голосования зрителей и экспертов может в следующем году превратиться в полноценный спектакль. 30 ноября, 1 декабря премьера «Маугли» и 2 уже декабря «Человек и его окрестности. Закрытие сезона». В тот же день буквально стартует режиссерская лаборатория «Сандро». Опять. Это ежегодный наш проект, который каждый раз производит очень хороший результат. Как вы видите, это «Хабук» спектакль, который, что говорить, все знаете, насколько это популярный, замечательный спектакль. И «Махас». Вот сейчас мы надеемся, что еще что-то интересное у нас появится по результатам лаборатории.
Тем более, что мы ее посвятили в этот раз не только творчеству Фазилия Искандера, а тема более широкая – абхазская литература, тема лаборатории. Вообще, это очень хорошее направление работы нашего театра, если вы обратили внимание. Работа с абхазской литературой на русском языке. Есть прекрасные переводы, но таким образом мы делаем абхазскую литературу ближе, более широкой аудитории. Это наша цель и наша задача – сделать так, чтобы абхазская литература и культура стали ближе людям не только в Абхазии, но и за пределами нашей страны. И 2 декабря студенты Щепкинского училища сыграли на сцене Русдрама спектакль «Человек и его окрестности» по Фазилию Искандеру, а театр подвел итоги 43-го сезона. Подробности в нашем эфире во вторник, 3 числа. О спорте. Абхазские каратисты заняли призовые места на международных соревнованиях по кёкусинкай карате «Казанский барс», сообщает Госкомспорт. В состав сборной республики вошли 7 спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет. Серебро получили сухумчане Самет Бабаев и Баграт Кутарба. Бронзу завоевал каратист из Ачимчиры Сандро Джигамази. 6 медалей различного достоинства завоевали абхазские борцы в открытом республиканском турнире памяти двукратного призера Олимпийских игр, 4-кратного чемпиона мира Бесика Кудухова. Соревнования, в которых приняли участие более 100 юных спортсменов из Южной Осетии, Северной Осетии и Абхазии, прошли в Цхинвале 30 ноября. Новогоднюю елку 1 декабря начали собирать на площади Свободы в Сухуме. Сначала будет установлена металлическая основа, на которую потом закрепят зеленые ветки. До Нового года осталось 29 дней, а потом Абхазию ждет 16 выходных с 31 декабря по 15 января. Сейчас о погоде. Во вторник, 3 декабря, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 80%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.